Здравствуйте, я преподаватель русского языка и литературы Узбекова Айман Кинджигалымовна. Тема урока – понятие о сложноподчиненных предложениях. Сложноподчиненные предложения – это такое сложное предложение, в котором одна грамматическая основа подчиняется другой, то есть от одного предложения к другому можно задать вопрос. Простые предложения в составе сложноподчиненного связаны при помощи интонации, союзов или союзных слов, относительных местоимений и наречий. Простое предложение, которое в составе сложноподчиненного предложения подчинено другому простому предложению, называется придаточным. Простое предложение, подчиняющее себе придаточное предложение, называется главным. В сложноподчиненном предложении может быть как одно, так и несколько придаточных предложений. В схеме главное предложение обозначается квадратными скобками, придаточное – круглыми. Место придаточного в сложноподчиненном предложении может быть разным – перед главным, в середине главного, после главного. Подчинительные союзы не являются членами придаточного предложения, а служат только в качестве средства подчинительной связи в сложноподчиненных предложениях. Как различить союз и союзное слово? Союз не является членом предложения. Иногда его можно опустить или заменить другим союзом. Союзное слово – это член предложения. Его можно заменить другим членом предложения, с которым данное союзное слово соотносится. Например, Федор сказал, что машина придет только вечером. Что? Союз. Его можно опустить. Федор сказал, машина придет только вечером. Как правило, на союзное слово падает логическое ударение. Простые предложения в составе сложноподчиненного предложения разделяются запятыми. Домашнее задание. Вопросы. Какие предложения являются сложноподчиненными? Где может стоять придаточное по отношению к главному? Как отличить союз от союзного слова?